Ежегодно с приходом весны город начинают отмывать, подкрашивать, очищать от мусора и всячески приводят в порядок. В пылу всеобщих субботников и в запале благоустройства достается и деревьям. Их естественную красоту облагораживают, проводя сезонную обрезку. В эти дни в городе идет активная обрезка деревьев. Сотрудники зеленого хозяйства обладают большим опытом в этом деле. В основном все они работают уже по 10-15 лет в этой сфере. Я уже 12 лет. Распределяем каждому по участочку. И если кто-то не успевает, помогаем друг другу. У нас нормально, сплоченная бригада. Стрижкой занимались, цветы сажали. Благотворительность такую делали, красоту, прелесть. Мы убираем в основном набережную Махаджиров, Диаскуров. Там уже мы справились со своей работой и перешли в этот центральный парк. Занимаемся обрезкой юг и пальм. Нормально, справляемся, люди уже привыкли, работают. Мы проводим, осенне-зимний период обрезку в целях омолаживания. Помимо целях омолаживания у нас поступают заявки. В Сухуми 8 парков, а это 385 гектаров. Всех их обслуживает столичная администрация. Но, как оказалось, на сегодняшний день у парков нет определенного статуса. После войны был указ президента Владислава Григорьевича Ардзенба, по которому поручили курировать их Министерству культуры. Но это не означает, что оно у них на балансе. Поэтому мы недавно на совещании у президента обговаривали этот вопрос, чтобы привести это в соответствие. Это и парки, это и памятники, и скульптуры, которые стоят в городе. Кто-то должен ими заниматься. Мы, их чистим, обслуживаем, но они должны стоять у кого-то на балансе. Как и в любом городе в столице есть парки республиканского значения и те, которые находятся в аренде. Именно такой зоной отдыха является парк «Сказка». На протяжении энного количества лет его состояние вызывает нарекания жителей города. Часть парка погрязла в болоте, другая заброшена различной арматурой и сломанными качелями. Лавочки здесь не менялись с довоенного времени. Парк славы, оно республиканского значения. Парк Курченко, он и в советское время принадлежал Совету министров Абхазии, и сегодня к кабинету министров он относится. Но есть один парк, который вообще он у нас частный, это парк «Сказка», о котором многие пишут горожане, но мы ничего с этим не можем сделать. Видимо, необходимо какое-то решение, но это вопрос не моего уровня. Я считаю неправильным, что он принадлежит частному лицу. Столица находится на полном самофинансировании. 24 миллиона рублей – это сумма, которая выделяется администрацией ежегодно на благоустройство города. Со слов главы Сухума, сумма недостаточна для того, чтобы проводить все необходимые мероприятия по посадке деревьев, установке урн и лавочек. Вопрос урн решается, стоит на повестке. Вот в городе стоит более 300 урн. Но их не хватает, и мы запланировали до лета закупить еще 150 урн. Но дело в том, что их очень часто ломают, ломают скамейки, урны. Во многих местах мы их забетонировали, но не везде это удается. Бывает в год около 100 скамеек просто исчезает. Люди увозят к себе домой, и в деревне, и на кладбищах я видел многие с наших скамеек. Горожан волнует состояние парка аттракционов на набережной, которые, как считают многие, давно необходимо демонтировать, так как он небезопасен для детей. Глава столичной администрации отметил, что часть парка именно та, где качели, находится в аренде. От Гурхаразия намерен решить вопрос кардинально. Был передан частному лицу на 10 лет. Срок этот заканчивается в этом году, и поступило заявление, чтобы мы еще на 10 лет продлили, но я отказал им в этой просьбе, и будем решать вопрос кардинально, или они должны все обновить, и только после этого получат разрешение, или мы будем забирать, и сам город будет этим заниматься.
первых числах мая в городских скверах начнется первая посадка цветов. Администрация планирует провести общегородской субботник и привлечь жителей Сухума к облагораживанию столицы. Горожане неохотно выходят на такие субботники. В прошлом году мы 3 раза проводили субботник, и ни один горожанин не вышел. Хотя мы по телевидению это объявляли. Ну, у нас население не так активно в этом плане, к сожалению. И поэтому у нас от этого больше расходов, потому что мы закупаем инвентарь в расчете на них, и фактически он остается без дела, этот инвентарь. А так мы хотим один раз привлечь, вы правильно подметили, школьников с тем, чтобы они все-таки должны, мы должны приучать к любви к городу. И только из таких соображений будем выводить их на субботник. Впереди еще много работы по совершенствованию ландшафтно-архитектурного комплекса Сухума, оздоровлению и восстановлению уникальной флоры парков для обеспечения комфортного отдыха как жителей, так и гостей столицы. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.